Ребята, всем доброе утро. У нас сегодня пятница, начинаем вот такой вот контент. И в пятницу утром у нас уже заехало несколько автомобилей. То есть вот уже в принципе у меня в работе Prius Alpha. Автомобиль замечательный, семейный, красивый, довольно-таки надежный. Он в принципе на основе Prius 30 сделан. Но немножко у него интерьерчик получше там, ну в плане того, что у него уже новое табло по сравнению с 30-кой. В 30-ке оно похоже на какую-то 8-битную там приставку 90-х годов, в общем. А здесь уже более-менее получше сделано, все покрасивее. Я потом, когда машину заведу, я покажу. Ну, кто не знает, что такое Prius Alpha. Чем еще Alpha хороша? У него большой багажник. Можно возить все, что угодно. Вот такой багажник. Батарейка тут же находится. Вот, эта комплектация не бедная. Видно, что она такая, я не знаю, ну по кожаным вот этим вот сиденьям, можно сказать, или это накидки. А нет, это просто в принципе обычные накидки. Значит, комплектация более-менее простейшая. Вот. Ну а так, в принципе, мультируль есть у нее. Подлокотник, вот что мне на Prius нравится, это вот это исполнение вот этого подлокотника. Это так удобно ехать вообще. Здесь все кнопки они сделали, вот эти вот. ЕВ, ЭКО, ПВР. Очень удобно. Подстаканник вот пользуется хозяйка подстаканником. Автомобиль предельно просто... Да, он такой как бы семейный больше. Таксистам в принципе подойдет или для работы. Я уже не первый раз говорю, что этот автомобиль можно использовать даже для работы какого-то плана. Там коробочки возить, там кто-то из женщин, допустим, кто-то косметикой занимается или чем-то таким, возит какие-то вещи, продает там постоянно. Это такой автомобиль, короче. Вот. Ну а так, что еще могу сказать? Проблемы этого автомобиля. Вернемся к нашей рубрике. Проблемы текущего автомобиля. Я буду об них рассказывать. Вот, все об них уже, конечно, знают, но кто хочет купить себе Prius Alpha, он должен понимать, что, во-первых, этот автомобиль надо купить при полной диагностике в нашем гибрид-центре. Приезжайте, то есть это стоит недорого, в принципе, от 1000 до 3000 рублей, смотря что вы будете проверять. Можно, ну, можно даже, в принципе, сделать эндоскопию, будет, ну, как бы подороже немножко. Ну, с эндоскопией где-то 4 будет, потому что мы как бы будем вскрывать свечки, смотреть все это дело, как бы свечи заодно проверим, колодцы, поршневую группу посмотрим, как она выглядит, есть ли нагар, текут ли маслосъемные колпачки или нет, какое состояние стенок гильз, то есть ханинговку посмотрим, что еще. Жидкостя технические все проверим полностью, менялись, не менялись. Проверим систему рециркуляции газов ЕГР. У них это очень большая болезнь тоже. Каждые 30 тысяч километров он засоряется при нашем не очень хорошем бензине, как бы так. Впуск тоже очень сильно засоряется. Вот этот вот впускной коллектор, он весь бывает забитый. Вот. На каком масле автомобиль ездит, тоже надо большой акцент вести. То есть автомобили должны использоваться класс 0В20, современное масло. Вот. Желательно японского происхождения. Такие вот как бы, ну, у кого какие по этому поводу наметки по маслам, ну, мы применяем Моли Грин сейчас, пока пришли к нему. Будем его заливать. Кто хочет какое-то другое масло, можете приехать к нам. Мы зальем какое-то другое масло свое, если привезете, просто за работу возьмем. Вот. Ну, в принципе, вот как-то так. Ну, тут у приусов болезней несколько на самом деле. Большой акцент надо как бы брать на двигатель. 1.2 ZRFX EO, он движочек такой очень быстро коксуется. Это надо смотреть. Тем более, что есть у него система рециркуляции газов. Она тоже способствует, так сказать, ну, она способствует, так сказать, загрязнению двигателя изнутри. Коксовки, то бишь.
Вот. И вторая проблема у него это батарейка. Батарейка на этих автомобилях бывает уже, ну, пробеги автомобилей 150 тысяч километров, где-то вот так вот. На нем где-то она ходит 180, 220, 250 край. Но это уже, в принципе, батарейка уже практически будет 40-й процентностью, не очень хорошей. Если ее с завода никто не менял, если ее от пыли никто не чистил, контакты никто не прочищал, как бы не ухаживали за батарейкой, то как бы будут проблемы с ней по-любому. Тут уже никуда не денешься. И ее надо, по идее, менять. Тут же мы эту батареечку, конечно, и выкусим. Это будет большой бонус человеку, который покупает гибрида. Он может уже поторговаться примерно на стоимость от 120 до 169 тысяч примерно рублей. Кто хочет новую батарейку, она стоит 200-220 примерно, вот так вот. Тут уже кто как хочет ее отремонтировать, зависит от кошелька. Кто-то хочет, допустим, просто поднять немножко емкости в ней, чтобы она маленько хотя бы походила. Короче, вариантов масса отремонтировать батарейку. С таким диагностическим комплексом, как у нас, проверить батарейку просто нет никакой проблемы вообще. Мы можем ее проверить как на процентность, так и можем проверить ее на живучесть. Ну и как бы вот так вот. В общем, такой вот автомобиль Prius Alpha. Проблемы у него это клапан EGR. Надо его чистить постоянно. Либо можно отключить, но отключать я его не рекомендую. Вот, прошивками. В принципе, он должен с завода стоять, работать. Ну и пусть он работает, как бы так. Кто хочет отключить, можно в принципе и отключить. Тоже как бы. Тут просто прикол такой, что она потеряет в КПД. Она потеряет немножко мощности и начнет немножко больше жрать бензина. Но при этом большой плюс при отключении ГР, что он перестанет коксоваться так сильно. Ну вот. Это тоже плюс на самом деле есть такой. Машина начнет работать по прямому. Что еще могу сказать про Prius Alpha? Брать эти автомобили надо где-то уже более свежего года, от 2016 года, наверное, вот так вот, 2016, 17, 18 они еще выпускались, поэтому лучше брать более новые автомобили, где меньше проблем по электронике и все такое. Ну и как бы ходовка здесь довольно-таки крепкая. Да, вообще машина шикарная на самом деле. Для своих денег. Это не лакшери в Японии. Это обычный рабочий автомобиль. Либо это бюджетного класса автомобиль, по сути. Это в Японии так считается. У нас это, конечно, уже роскошь. Мы до того живем, как бы по сравнению с ними отстаем в экономике, что мы вот не можем позволить. Не каждый может себе позволить такой автомобиль. Это надо кредитоваться, это надо, я не знаю, как работать, получать хорошие зарплаты. Если у тебя еще висит ипотека и все вот, это очень сложно приобрести такой автомобиль. Вот. Но тем не менее, если очень сильно захотеть, как говорится, можно в космос полететь и можно запросто купить. То есть надо работать, ребята. Как мы делаем, мы работаем. Вот. Ну а что еще? Сейчас расскажу про второй экспонат. Опа! Это у нас Honda Fit. Обычный Honda Fit. Что это у нас за автомобиль такой? Ну, что можно про него рассказать? Автомобиль на самом деле не имеет конкурентов в своем классе по цене, качеству. Ну, в плане, по цене, наверное, скорее всего. По качеству я бы поспорил маленечко, конечно. Но ему нет конкурентов в цене. И если его... То есть этот автомобиль должен купить тот человек, который умеет его обслуживать. Который знает, что такое Honda. Вот. Honda это отдельная каста, которая... В принципе, у нее есть свои проблемы, у нее есть свои недочеты, у нее есть свои плюсы, как у другого автомобиля. Как я и сказал, что вот у Альфы есть свои плюсы и минусы. Здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Здесь плюсы какие? У него отличная батарейка, это литий-ион, он ходит очень много.
Он реально неубиваемый литион. Единственное, как его можно убить, это заморозить машину в наши якутские суровые морозы. На зиму поставить машину колом, и потом не факт, что она заведется вообще. Вот. Может получиться так, что один отсек какой-нибудь лития, ну либо может быть вся литий-ионная батарея просто придет в негодность. Вот. Автомобиль очень компактный, юркий, он очень динамичный, этот автомобиль. Он Prius сделает по своей динамике. Он очень скоростной. По экономии топлива тоже, наверное, ну, хотя не знаю, тут я не буду спорить, кто лучше, кто хуже. Мне кажется, что Фитенок он будет экономичней. Вот. По своему интерьеру он весь такой вот дубовенький, ну в принципе как и Prius. Но он довольно побогаче будет своим интерьером. Я сейчас покажу. Ну, вы видели все Хонды у меня на канале. Вот. Ну, заведем, ладно. Вот так вот у него такой вот крутой интерьер. Можно сюда сделать Android магнитолы, они продаются без проблем. Можно оставить родную Газерс, у нее звучание намного лучше. Роботизированный рычажок, тоже очень классное решение, удобно очень его переключать. Механика, которая легко управляется. То есть эта машина, в принципе, для кого? Для молодых, более-менее таких, как бы сказать, активных людей, что ли. Этот автомобиль для девушки пойдет очень хорошо, потому что он такой и модный. У него вот такие вставочки есть. Он как бы круто сделан, на самом деле, очень. И Honda по своему программному обеспечению обгоняет Toyota. Это программное обеспечение, которое в Honda, оно постоянно может обновляться, как iPhone. Какие-то улучшения у нее постоянные есть. Можно это все делать. У Toyota, в принципе, там этого не надо, но и как бы и возможности такой нет его обновлять какую-то. Здесь обновил, появилась какая-то фича, а там такого уже нету. Вот, там максимум, что можно прошить, это EGR отключить, еще что-нибудь там отключить, какую-нибудь систему. Вот. Ну, вот такие вот кожаные вставки, это уже заводская, можно сказать, не накидки, ничего. Здесь тоже у него перфорация идет. Ну, не перфорация, а как типа разделение, короче, на тряпку. Стопаки у нее очень модные, вот такие вот, красивые, светодиодные. В общем, тачка огонь. Вот. Теперь поговорим, наверное... кстати, о плюсах. Давайте по техничке разберемся. По техничке у него, в общем-то... Сейчас капот открою. Так. По техничке. Здесь стоит очень надежный движок, очень хороший. Это LEP движок. Вот. В принципе, у него все надежно. Свечи 4 штуки уже, в отличие от старых поколений. Все как бы уже подешевле меняется. Свечки у него можно купить в магазине. Там они стоят от 2500 там, до 3500 рублей за штуку. Вот. Потом, что у нас тут? Масло меняется каждые 5000 километров. Ну и в принципе все. Кстати, отличие этих двух автомобилей Toyota и Honda. У Honda клапана, как на Жигулях, обычные, то есть стоят у него. В общем-то, можно их регулировать. Каждые 50 тысяч, по идее, надо по регламенту их немножко зазоры регулировать. Что нельзя сказать про Альфу. У Альфы там гидрокомпенсаторы. Вот, гидрики, они сами зазор у них сглаживают. И в принципе эти мотора не нужно как бы регулировать в них клапана. Здесь надо регулировать клапана. Потом, но двигатель сам по себе меньше расположен к оксовке. Вот. Система рециркуляции у него совсем по-другому построена. Клапан надо чистить, но очень редко. Только когда он уже в ошибку уходит. И, кстати, программное обеспечение Honda очень хорошо диагностирует клапан EGR. Она сама говорит, когда ему надо почистить клапан. Выйдет ошибка. Вот. Также
Здесь нету инвертора, который в принципе может на приусе сгореть. Здесь система построена по-другому. Она вся завязана на роботизированной коробке передач. То есть роботизированная коробка передач у нее является и электромотором, и сама является, можно сказать, гибридным блоком. Ну, в плане того, что ей управляет вот этот просто компьютер. Вот, инвертор заменяет вот этот комп. Он ему сам говорит, когда надо переключиться на робота, когда надо переключиться на двигатель. Все это делает роботизированная коробка, вот, с помощью бачков актуаторов. Она управляется полностью вилкой электронной. Ну и как бы вот это все так вот действует. Что еще? Тут надо обслуживать тормозную жидкость в блоке АБС. Когда машина приходит беспробежная, сразу нужно заменить вот эту вот жидкость. Никто это не делает. Все ездят с черной жидкостью, и здесь, наверное, оно не исключение. Вот, если я сейчас бачок открою, да, вот посмотрите, что там творится. Здесь вообще просто жесть. Вот такая вот жидкость тормозная. Ее надо менять здесь тоже. Ну, этот автомобиль нам загнали на обслуживание выжимного подшипника. Парень не стал ждать, когда у него выйдет из строя. Машинка начала подпинываться. Вот будем снимать этот подшипник и разбираться с ним, что с ним не так. Может, выработка какая-то имеется. Если подшипник более-менее в хорошем состоянии, мы его просто как бы обслужим, поставим назад, и все будет хорошо. Она еще побегает, эта машинка. Продлим ей жизнь. Вот. Минус какой у этого автомобиля? Минус это большой, это роботизированная коробка передач. Сам робот это очень надежный как бы узел. Это по сути механика, да. Но все, что им управляет, это подшипник выжимной. Вот у него есть проблемы. То есть его надо постоянно обслуживать. То есть надо его смазывать. Если это не получается уже сделать, то его только можно заменить на китайский аналог. Либо взять муфту оригинальную, перебрать его каким-то образом. Вот. Ну, то есть, в принципе, выбор есть, в общем-то, в принципе. Но все стоит разных денег. Новое сцепление очень дорогое, поэтому проще его как-то обслужить на данном этапе, чем его запустить. Вот. Если запустил, то уже там уже, конечно, будут проблемы. Проблемы они, конечно, будут. Ну, в принципе, бояться Honda не стоит. У нее, говорю, очень много масса плюсов, которые перекрывают, наверное, даже один большой этот минус робот. По электронике. По электронике бывают у нее заморочки. У Honda почему-то очень часто окисляются контакты. Металл не очень хороший, видать. То ли она... Ну, короче, она имеет свойство в нашем регионе даже окисляться. Я не говорю, если это автомобиль попадет в Питер какой-нибудь или Москву. Я думаю, что они там будут гнить очень сильно быстро. Будут окислы, будут рыжики и все такое. Вот. В нашем регионе, в Якутии, этот автомобиль будет жить хорошо. Вот. Я не говорю, что все автомобили у нас тут идеальные, не гниют. Тут уже, если автомобиль хранится в гаражном хранении в Якутске и за автомобилем ухаживает хозяин свой, то с этим автомобилем будет все в порядке. Если он ездит по улусам, постоянно в грязи, машина не обслуживается, не моется, не моют двигателя надо мыть, не надо их бояться мыть, вот, то тогда, конечно, этот автомобиль ничего хорошего хозяину потом в своем будущем не даст. То есть он покажет себя очень даже с вредной стороны. Он включит вредность, режим вредности, короче, и начнет полоскать мозг. Вот так вот, ребята. В общем, такой твой экскурс сегодня у меня. Покажем, как мы ремонтируем эти автомобили. Сейчас я буду снимать на Альфе EGR. Смотрите контент. Такого большого количества информации вам не скажет никто. Я видел много технических обзоров про эти автомобили, но там все на уровне. Да, она красивая, она то-то, то-то, она едет. Все. Больше об этих автомобилях никаких проблем об них никто не рассказывает. Вот. Мы решили сделать вот такой контент. И, ребята, если какие-то есть вопросы по существу, задавайте их в комментариях. На более адекватные вопросы я буду отвечать.
Кто задает вопросы по ценам, сколько то стоит, столько это стоит, я не буду даже про цены говорить ничего. То есть это коммерческая тайна. Мы занимаемся бизнесом довольно-таки серьезно. Ну, как бы, в принципе, цены плюс-минус у всех одинаковые, я вот так скажу. Но тратить время на то, чтобы отвечать на такие вопросы, я не хочу. У меня его просто нету времени. Работы очень много. Вот. Записываем видосик, как бы. Вот. Что-то, если хотите по машине там спросить, именно кто хочет, интересуется купить такой автомобиль. Этот автомобиль тоже надо покупать с диагностикой. Причем диагностика у него такого плана, что надо проверять роботизированную коробку, надо пройти калибровки, посмотреть, как ведет данный автомобиль себя при калибровках. Можно нарваться на что? Можно нарваться на автомобили, которые уже бегают с китайскими подшипниками, в принципе. Вот. Такие автомобили, в принципе, уже калибровку могут не пройти. Повторную калибровку. Подшипник, узел, он может одноразово откалиброваться, и все, в принципе. Ничего в этом как бы нету такого, что можно на нем ездить без калибровок, но как бы, ну, нежелательно бы, конечно. Но если выхода нету купить, нету денег купить оригинальное за 210 тысяч подшипник, как бы с узлом, да, ну, имеет место быть, поставить китайский и не париться. Почему так вот, в общем, рассказал много про автомобили, про эти. Тачка очень, говорю, хорошая, в принципе, у нее мотор надежный. Проверять тут надо только робота. Ну и по электронной части там ошибочки. Все, в принципе. Ходовка тоже у них крепкая, хорошая. Вот. Так что, кто хочет приобрести себе фита, доберите, не бойтесь. Но, честно, могу сказать, что лучше приобретайте вариаторную версию. Вот. Берите вариатор. Гибрид, конечно, хорошо, он экономит деньги, но вариатор, наверное, уберет от вас головную боль с этим роботом. Вот. Ну, как бы так, как бы это печально не звучало, но, в принципе, кто не боится, интересно, зато гибрид это интересный автомобиль, да, он намного интереснее, чем вариатор. И тут как бы есть все-таки о чем задуматься, выбор есть. То есть выбрать гибрида и выбрать вариаторную версию. И я бы для себя, допустим, я бы купил бы гибрида, наверное, скорее всего. Почему? Потому что я, во-первых, его умею обслуживать. Вот. Этот автомобиль для меня будет интересней. Вот. Как он едет, динамичнее намного будет. Это гонка-пушка. По сравнению с вариком, конечно. Вот. Опять же, тут мотор, полторашка. Плюс робот. Это дикая просто мощность. По сути, для такого. Ну, это автомобиль динамичнее будет, чем варик. Так что, ребята, выбирайте, что вы хотите. Хотите гонку, но обслуживаться, пожалуйста, берите гибрида. Хотите не иметь никаких головных болей, но хотите по-пенсионерски более-менее ездить, берите тогда вариатор. Вот такой вот выбор. Все. Дальше я показываю работу, как я буду чистить ЕГР Prius Alfa. Максим сейчас приедет, будет разбирать Honda. Вот. В общем-то, заслонка очень грязная. Вот ее очень видно, что она очень грязная. Вот такая. Будем чистить. Также открутим сейчас весь впускной коллектор. Поменяем, поставим новую прокладочку. Ну, на этом, в принципе, все. Все, ставьте лайк, ребята. Ну вот, ребята, накрыл я накидочкой, чтобы химия никакая не попадала, потому что я потом буду выдувать оттуда всю эту хренотень спускного коллектора. Много грязи полетит по-любому. Ну и как бы, что тут сказать можно.
тряпочка будет там и компрессором выдуваться все это, шлак оттуда будет. Как-то так. Сначала сейчас все размягчится, чтобы не было там кусками, а потом мы оттуда выдернем, короче, выдуем. Ну что, сейчас буду клапан откручивать уже. Вот так вот. Пластик, ничего здесь не повредится, потому что химия не попадет с такой защитой уже. Вот накидочку приобрели, очень даже хорошо. Вторую накидку буду такую же приобретать, наверное. Вот такой вот клапан ЕГР. Такой вот грязный. Забитый. То есть ходить ему там некуда абсолютно было. Столько вот грязи всякой разной. Сейчас замочу его, пускай отмокает. А вот эту тоже снять надо. Be a part of your amazing loving heart. I promise always be a part of your amazing loving heart. Вот первый запуск. Вот столько копоти. Надо это открыть. Пиздос. Столько дерьма вылетает оттуда. Из спуска. Спуск маленько почистили. Ну вот и все, почистил ЕГР на Prius Alpha, все работает, сейчас обучается дроссель, пока что все работает хорошо. Показания дросселя 14.9 уже. Так, ЕГР 1.84 показ, было у нее за 4 почти. По-моему, за 4. Сейчас посмотрим по диагностике. Или 3 было с чем-то. Вот старая распечатка у меня. Диагностика, которая была до. ЕГР у нее был 4.22. А сейчас уже 1.68. Вообще классно. Короче, результат хороший. Машина должна раздушиться. Ставьте лайк, ребят. Ну а Максимка там уже Хонду почти что разобрал, да? Чё, как, братан? По Хонде. Пока нормально?
Бачки проверял? Бачки грязные, пиздец. Да? Ну, как будто. Да, жижа вообще конченая. Ну ничего, сейчас посмотрим состояние. Ну, в общем-то, у нее какой-то гул идет с подшипника, жесткий прям. Сейчас мы вот, когда завели до работы, жесткий гул идет. Сейчас посмотрим, что у него с подшипником. Там видно будет все. В принципе. Вскрытие покажет. Так, ходовка лазит. Датчик навернули здесь. Да? Фар? Корректор? Ну. Включили его. Пыльники целые? Это и захуярили. Линки поменял, вижу. Угу. Шаровые. Ну, вроде сами пыльники нормальные. Целые чистые, пока. да. Ну, посмотрим, дальше видно будет. Дальше больше, да? Ну, ходовку они... Ходовку лазит. Делать. Ясно. Ну, сейчас буду ждать хозяйку, когда приедет забирать Альфу. Приехала хозяйка забирать своего Приуса. Сейчас попробуем его в деле. Как у него изменилось, что нет после EGR. Так, все, стоит в рейде, да? Сейчас, подождем, откроется. Динамики должен поменяться. Да, EGR был вообще забитый жестко. Впуск весь грязный. Да. Это из-за чего? Это вот из-за EGR, когда его долго не чистишь. Ну вообще. Ну то, что Оно все там накапливается, да. Засоряет клапана. Опасная штука. Эти куски, они отлетают, бывает. Клапана могут под это вот подогнуть. Ну, когда оно между клапаном, между этой встанет, посадочным местом. Если вот этот кокс этот попадет, если туда, это хреновая фигня. Я уже чувствую. Да? Уже приход есть. Она, когда раньше стартуешь, когда она такая, как-то ее за жопу держит. Ну, на педаль ты нажимаешь, а она не реагирует толком, да? Да. Бывало такое, что я прогазовывала, как будто бы вот ей что-то не хватает. Ну, он по диагностике 4 был и 2. Это вообще жестко забитая система. Чувствуется. Прямо совсем по-другому едет. Сразу чик, газ нажал, сразу бах, она пошла. Так должен Prius ехать. Вот, ребята, Хонды, у нас сейчас сегодня Toyota. Надоели Хонды уже. Чувствуется. Вот сегодня будете видео свое смотреть, обзор на машину. Ну, вот тут видите, развернете сейчас. Ну и расход должен упасть, по идее. Сейчас посмотрите. Вот сразу раз и полтинник. Чуть нажал, все висит уже. Я говорю, вот было такое, и потихонечку едешь, потом надо быстренько и держит. Ох, как она гоняет. Спасибо. Ну, за маст немножко послеживайте тоже так сейчас, потому что это много вот этого, что я промыл, оно немножко может туда попасть, в масло. Может
пораньше чуть-чуть масло нынче поменяете, чем 5000. Мгм. Погода сегодня вообще замечательная. Все, ребята, приезжайте к нам в гибрид-центр, обслуживайтесь, ставьте лайк. Пока загоню своего аппарата погреться. Скоро ко мне должен на масло приехать шаттл, по-моему, что ли. Работаем, работаем. Достали коробочку с фитенка. Ну и чё? Давай Что-то так. смотрим, что как крутится-то. Диски подгорели. Подгорели, Ага. Что-то там. шумит и скрипит чуть-чуть. Да, что-то скрипит там. Ну, короче, надо доставать, смотреть подшипник. Ну, может, успел еще, да? У нас и хуже было, помнишь? Да, Поремазали, было вообще хуже, нормально ну, стало. Некоторые вообще нахуй не крутились. Ну-ну. Просто Да, нормально, мне кажется, должно. Ну, посмотрим. Думаю, спасем мы оригинальный подшипник на этом фитенке. Ну, было бы неплохо спасти его. Да, да. А А так, там у меня обучается дроссель на шаттле. Тоже масло поменяли, молигрин залили. Все хорошо, как бы. И сейчас интересный очень автомобиль ко мне заедет на диагностику. Это Suzuki Hustler. Такая машина у меня уже была. Я думаю, сейчас посмотрим. Дядька говорит, не заводилась она у него что-то сегодня. Посмотрим, что за ошибки она у него взяла. Вот такая лапулька ко мне заезжает. Это у нас Suzuki Hustler. Маленькая машинка, прикольная. Полгаражика всего занимается. Вот какую машину надо покупать, Макс. Мне вот такую машину надо брать. Я могу их 2 или 3 даже здесь поставить. пусть домой ее с собой брать нахуй. В багажник. Красавица, да? Прикольная тачка. Suzuki Hustler. Ну что, гибридная? что ли? Ну, гибридная. Ну, давай посмотрим, что за машина. Такая интересная. Так. На Suzuki у нас диагностическая вроде есть. Так. Это что за провода? Не знаю, что-то какой-то колхоз. Датчик какой-то, да? Сенсор какой? А что это за датчик такой колхозный? А? А что это такое? А, температуру показывает? А, ну давайте посмотрим. Гирлянда вся горит, да? Давай. Просто аккумулятор у вас да, был, получается? Я вроде что-то поделал, поделал. Вот такая прикольная машинка. Сидишь тут как в корабле какой-то. На спидометре даже 120 написано. Сейчас проходит диагностику. Сейчас посмотрим. О, моргает вот эта лампочка у него постоянно. Садился сегодня аккумулятор, говорит, и поэтому так. Кое-как завелась машина. Ну так тачка прикольная, она высокая какая-то. Стойки почти вообще прямые. АРЛБ балансировка, освещение с автоматической регулировкой. У него есть ошибки какие-то. ЭМА, измеритель ЭМА. СКАМ, двухкамерная вспомогательная система торможения. Ошибки есть 2. Что-то, короче, вся в ошибках. Сейчас попробуем сбрасывать их.
Короче, ошибка у нас вот такая. P137A Auxiliary Power модуль вольтаж low. Низкое напряжение, говорит, в модуле. В силовом модуле. Силовой модуль — это у нас вот эта вот расположенная батарейка литий-ионная, вот такая у Suzuki Hassler. Ну, короче, в ней есть низкое напряжение. Тут надо менять этот весь блок, в принципе, и все. Короче, ищите его, приобретайте. Если такой же найдете, то заменим. Все будет нормально. Вот ее, как-то ее проверить можно? А там будет искать только кого. Ну, если честно, я не знаю. То есть, в принципе, его... Потому что вы здесь... Вы можете его сюда... Знаете, как сделать? Вы можете эту батарейку привезти к нам отдельно. Ну, машины, чтобы не было. И это... Мы попробуем ее здесь разобрать. Посмотреть, поковырять. Из чего она состоит и как она вообще. Потому что у нас таких машин не было, такие батарейки я еще не видел. Это... Ну, это... Ну, дома сами снимите ее. Не, она снимается... Снимается легко, вот, быстро. главное вот эти вот не коротнуть. У него ЧК безопасности, по идее, какая-то должна Здесь быть. это, плата есть. Ну, короче, проблема с ним. Выпускает компания Denso на литий-ионной батарее. Вот такая батареечка маленькая. Просто... Потому что вы пытались здесь вот этим тестером померить, да? Ага. Ну, напряжение должно быть. Нету. Она менять когда-то включает, когда надо или что. Ну, по идее, должна, наверное, я думаю. Надо посмотреть. Хаслер. Проблема у него с литий-ионной батарейкой. Меняется цельным блоком. Короче, достали мы корзину с фитенка. Вот у нас. Что-то как-то жестковато она крутится как-то. Вообще. Сама не хочет. Вот. Вот. Вообще никак. Сухой подшипник 100%. Что тут вам шумит? Не шумит сильно, ага. Да. Жестко. Такое чувство, как будто плавиться начал. Сейчас кольцо вытащишь. Будем. А кольцо давай вытащил уже. А, ты вытащил? Его выбить осталось, да? Ну давай, чё. Ну чё тут? Сухая вся, да? И, походу еще шарики походу развалятся. Что ну то. Разбираем. А большую возьми, братан, отвертку. Вон, саташную. А, уже что ли? О, так ему пиздос. Он шарик вывалился. Ну ладно. Этот подшипник, если что, у нас есть. Ну, это да. Понятно. Это разваливается он. Весь сухой. Ну. Сепаратор треснул. Из-за этого вылетел. Блять, сейчас посмотрим. Короче, у него выработка дикая по подшипникам по этим. Сепаратор треснул, ага. Он и шумел поэтому. Это вот шум от него шел. Здесь тоже пластилин. Смотри, какой пластилин. Жесткий пластилин. Смотри. Жвачка. О. Это что такое? Гудрон? Гудрон. О. Шарик скатываю даже. Вот так вот на. Как сопли, ебать. Там. О, тоже сепаратор сломанный. Да, сепаратор сломанный. Ну что, плохо. Он тоже, вот поэтому он тоже шумел. Вот этот шум у него был. Короче, вовремя приехал, что сказать. Скоро бы приехал уже вообще конкретно. Так, что с этим? Ну, этот, наверное, целый, скорее всего. Так. Так, что-то помощнее.
Думаю, на холостом ходу он походит. Нормально. Будет ходить. Походит он, походит. А все остальное будет... Оператор целый, все целое. Да. А остальное все будет у нас чистый оригинал. Сюда подшипник встанет оригинальный, этот подшипник оригинальный, муфта оригинальная. Так что, оп, аккуратно. Так что, короче, будет ходить у нас. Вон даже штрих-код от оригинала. Такие вот дела. Так что фитенок у нас поедет все равно. Да. А так он долго бы уже не отъездил. Уже бы приехал скоро. Так что вовремя мы взялись за его ремонт. Братан, Honda хуйня, женская машина, понял? А Форд? Форд американцы кончено собирают ненадежно, братан. А Мазда как? Мазда коробка слабая, братан. Бля, вот это Hyundai. Hyundai, братан, расход двигатель большой, это бензина имеет, братан. Бля, Lexus как? Lexus конченый, дорогой в обслуживании, братан. А Toyota RAV4? Toyota уебищная, понял, некрасивая, блядь. Понял, братан. Ребят, дайте помогу. Каха! Смотри, какая конченная Infiniti. Капли на лице, это просто дождь, а может плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлюпав, вдруг размокла у меня, потекла ручьем.